Жилой многоквартирный дом примерно 70% готовности. О том, что на него нет разрешительных документов, дольщики строительной компании узнали спустя 2 года после начала строительства. Еще 2 года дом простоял в замороженном состоянии. Чуть больше месяца назад владельцы этих квартир решили достроить его собственными силами. Кто-то из них здесь даже живет, несмотря на опасные условия. 46-летняя учительница одной из школ Бишкека Айгуль Джусубалиева купила однокомнатную квартиру в строящемся доме в 2017 году. 5 лет до этого с мужем и 2 детьми они жили по съемным квартирам. 3 года назад у женщины умер муж. Снимать жилье на зарплату в 10 тысяч сомов, рассказывает она, стало уже невозможным. В мае этого года женщина просто въехала в квартиру. Родственники помогли сделать ремонт. Так радовались с детьми, что нашли квартиру, которую смогли купить. Я в школе работаю. Сами знаете, какая у нас там зарплата. А тут говорят, что, оказывается, фирма, которая строила этот дом, не имеет на это разрешения. Теперь собираются его сносить. Но я отдала за эту квартиру все, что у меня было. Оплатила 100% ее стоимости. Куда я теперь пойду с 2 детьми? Обращаюсь ко всем, от кого зависит решение вопроса. Не выгоняйте нас на улицу. Нам негде больше жить. Без денег и без квартир осталось около 40 собственников, которые уже внесли разные суммы долевого участия. Гульзакия Капакова тоже выбрала фирму, потому что ее предложение было наиболее привлекательным. Соблазн был, что дешево, $350 за квадрат метр. Все есть у меня договор, там 10 тысяч оплатила, я в кассу оплатила, чек, все есть, а остальные сумму договорились через 6 месяцев осенью оплатить. После прекращения строительства 2 года назад из-за уголовного дела, возбужденного на директора фирмы, собственники жилья решили продолжить строительство своими силами. А на днях узнали о том, что госэкотехинспекция обнаружила отсутствие разрешительной документации. Насколько я помню, 3-4 месяца назад оштрафовали. У нас был процесс 2 ноября. Мы выиграли, нашу пользу решили, но так как это судебный процесс, они могут обжаловать. Если обжалуют в городскую инстанцию, в верховную инстанцию, мы вынуждены будем судиться. Как выяснилось, глава компании действительно был задержан по обвинению в продаже уже купленной квартиры в строящемся его компанией доме третьим лицам. Получить его комментарий не представилось возможным. Контакты фирмы, зарегистрированные в Минюсте, оказались недействительными, а из здания, где располагался офис фирмы, они съехали уже около года назад. Материалы в суд после обнаружения подобных нарушений госэкотехинспекция направила еще по 3 строительным фирмам. Если до окончания разбирательств документы не будут представлены, 6 объектов будут подлежать сносу. Тем временем дольщики обещают защищать приобретенную ими недвижимость до конца и готовы, по их словам, на любые акции протеста. Бот Исаев, Нурган Язов, НТС.